главный бой вечера первого стадионного турнира HFC MMA. Алматы-арена, Казахстан. Лавсет Мамиев против Муратбека Касымбая. Я не знаю, будет ли нас вообще сейчас слышно, учитывая, какая атмосфера на стадионе. Но эту атмосферу должен почувствовать хотя бы один раз в жизни каждый мужчина. Абсолютно точно. Так, у нас уже очень бодрое начало. Ни одного поражения в своей карьере еще не потерпел Лавсет Мамиев, но, мне кажется, именно в таком зубодробительном опыте у Муратбека Касымбая все-таки больше было противостояний. Так, сейчас неплохо Муратбек поджимает клетку. Не разговариваем, парни, работаем. Старается работать. Здесь еще, конечно, тоже потенциально тейкдаун нельзя пропускать Муратбеку. Именно на это будет нацелен Лавсет, в этом вообще нет никаких сомнений. Хорошо, защищается Муратбек, хорошо. Очень долго ждали возвращения Лавсета Мамиева. Восстанавливался он после тяжелой травмы колена. И вот просто повернулся Муратбек что-то послушать от своих секундантов и пропустил такой яркий бросок. Тоже привет, конечно, из самбо и дзюдо. Даже без куртки сделал такой бросок. Ну и просто послушайте трибуны. Хороший какой размен. Ну, кстати, не форсирует, пацаны. Да. Спокойно все размеренно делают, понимают, что впереди очень долгий бой. Вначале парочку ударов ногами исполнил Касымбай, но оба как раз таки подхватил Лавсет, и после этого Муратбек взял паузу в этих киках. Возможно, нужно сконцентрироваться на ударах чуть пониже. Халфы, хороший апперкот был, хороший. Да, очень... Ой, справа оверхедно пробивает Лавсет. Пошел борьбу Касымбай, но сконтрил сейчас Лавсет. О, хороший тейкдаун. И в гарде оказывается Лавсет Мамиев. Как красиво сконтрил, а? Да, хорошо, локтями пытается работать сверху. Вернее, снизу Муратбек Касымбай. Вот, наверное, в этом и был вопрос для очень многих. Сможет ли Лавсет Мамиев перевести Касымбая, потому что определенно это главная ставка для Мамиева. Видимо, пока из гарда он довольно неплохо работает, но и Касымбай старается снизу также не просто второй номер отбывать. Но сверху очень энергозатратно работать. Вот так. Вообще сверху показывать активность сложно. Да, тем более, учитывая, что относительно недавно поменялись правила, и просто контроль ради контроля не учитывается. Нужно именно оставаться активным, и даже это на спине ты можешь забрать поединок, просто нанося удары, если твой соперник бездейственно там находится. Так, тем временем у нас гард прекратился. Но нет, заново залетает в борьбу Лавсет Мамиев. Так, а вот сейчас вот он как раз профорсировал события и потерял позицию. Они красоту показывают. Встает Касымбай, смотрит в сторону секундантов и показывает, что полностью их слышно. Кстати, на конференции бойцы обещали общаться во время поединка. Но пока что этого незаметно. Ну, либо мы чего-то упустили. Они даже не смогут пообщаться, потому что такой ажиотаж стоит на арене. Даже если попробуют, Они не слышно будет друг друга. Они сейчас даже своих угловых не слышат. Справа хорошо пробивает Лавсет, причем не первый раз уже по ходу первого раунда. Они оба друг друга по очереди заряжают. Один правый, другой левый. А Касымбай старается держать центр. Вообще такая манера боя у Касымбая, когда может он много урона на себя поднимать, довольно открыто идет вперед. И он не пытается пользоваться тем, что он левша. Он просто делает спокойно, просто обычную работу делает. Не пытается воспользоваться. Все. Ой, хороший апперкот. Да. Не исключено, что это такая, в прямом смысле слова, домашняя заготовка от Муратбека на тейкдауны от Лавсета. Вот он локоть. А локти как здесь? Можно локти бьют? Нужно. Сверху, на стойке.
Безусловно, О, да. локоть, пожалуйста. Вот справа локоть, вот он справа. Колено локоть. хорошее. Ну, стойки, конечно, получше выглядит Муратбек. Так, вот сейчас ответ от Алафсета был. Закончился первый раунд. Слушай, ну довольно сложный отрезок для подсчета, мне кажется. Или что скажешь? Ну да, на самом деле сложно, потому что и Муратбек постоянно вперед идет. Постоянно накидывает, постоянно активность показывает. Ну и Алафсет тоже перевел, поконтролировал, побил сверху. Пару оверхедов было хороших. Ну, может быть, слегка, так прям чуть-чуть совсем забрал. Кто? Алафсет. Алафсет, думаешь? Из-за тейкдауна? Ну да. Из-за вот этого вот небольшого контроля, тейкдауна, плюс вот он еще один. Здесь после этого броска не было контроля. Да, и вот мы видим, правая рука очень опасная у Алафсета в этом поединке. Муратбек не видит как-то ее. Да, ну и чем дальше заходит этот поединок, тем, конечно, интереснее посмотреть на функциональное состояние обоих бойцов. Кто готов нырнуть в более глубокие воды. Но я думаю, что оба подошли Второй раунд, файт! очень хорошо, как минимум. Второй раунд. Так, А вот и общение пошло, уже пошли. Вот сейчас надо общаться, да. фронт-кик пробил Алафсет и так улыбнулся Муратбек после этого. Давайте, ребята, пообщайтесь. Но мы-то точно не услышим. Так, начинает немножечко наращивать темп Касымбай. Пятится назад. Алафсет Мамиев. Хорошо. По корпусу также пробивает Касымбай. Видели мы и в хайлайтах, как он это делал, и даже оформлял нокаут по печени. Поддавливает заново Муратбек. Но сейчас успевает вовремя Касымбай отойти на дистанцию от правой руки Алафсета. Как будто так подзамедлился. Но еще Алафсет. Алафсет сильно показывает то, что... Да, хочет видно сделать, издалека да. его атаки. Ну и плюс А действительно... Муратбек, он прямо его вытягивает. Интересно, вот то, что Муратбек держит руки так низко, это он готов встречать тейкдауны или просто расслабленная манера? Но Алафсет, смотри, прям почувствовал себя в том, что он может переводить. Но во втором раунде не получается. Не пока получается, да, но он прям не перестает. Колено хорошее от Касымбая. Четко зажал еще руку одно соперника колено и корпус. И все это действует на функционал Алафсета. Хороший клинч. Именно от Муратбека, да, сейчас Сейчас очень еще яркий колено эпизод. пойдет. Вот правый локоть, почему бы не ударить? Ой, хорошо. Рафаэль, да вы что-то понимаете в боях? Чуть-чуть есть. Как будто бы Алафсет немножко начинает теряться. Вот он встал на месте. Когда он двигался по периметру, у него лучше получалось. Но для этого нужны были силы. А Муратбек поработал по корпусу и, соответственно, замедлился Алафсет. И сейчас уже частенько стоит на месте. Возникают вот эти клинчи, и в которых в целом Касымбай выглядит лучше. Но сейчас, правда, удары были, да, от Алафсета. Но, опять же, такие довольно лайтовые. Разрыв дистанции. Да, посвежее Муратбек выглядит, посвежее. Да, двигается, прям постоянно нагнетает. Давненько не было ударов на руках именно в его исполнении в начале атак. Зажал, так уже вот, опять по печени. Это было чувствительно, я думаю. Пятится назад и стоит на месте Алафсет Мамиев. Сильно очень показывает удар свой. Так, пошел в борьбу, защищается хорошо Касымбай, так. И здесь уже сам не против побороться. Муратбек, колено в корпус, шикарно. Пацаны И оказывается сверху. Так, да ладно, неужели сейчас свип будет такой? Здесь совсем не успевая за соперником Алафсет. Посмотри, просто спокойно провернулся Касымбай и зашел в боковой контроль. Здесь бензобак мешает сейчас.
Потому что Алафсет сильно подустал что-то. Прям, да. Прям смотри, он не Может быть, как раз вопрос той самой акклиматизации, о которой мы говорили уже много раз сегодня. Уверенно Касымбай ведет второй раунд. Попадание хорошее. Принимает на себя урон Алафсет Мамиев. Пытается спастись в одну ногу и заново по корпусу. Еще раз от Касымбая такие мощные удары. И поддержка трибун, конечно. Алафсет сейчас попытки встать, он всю энергию свою отдаст, осталось на этот раунд. Да, дальше вопрос того, как он восстановится за минуту отдыха, если, конечно, до нее дело дойдет. Но я думаю, что дойдет. Это еще 5 раундов идет. Должен быть вроде был 3. 3? Нет, sorry. I'm so sorry. И вновь Муратбек контролирует соперника очень спокойно. Так, неужели на север-юг пошел? В Казахстане север-юг любят. Привет Артему Резнику. Не, ну сейчас Бензобак прям сильно что-то разница. Да. Да, скорее всего, вот это вот то, что... Может, не обратили внимание на вот это вот, то, что климатизация, высокогорье чуть. Последние секунды второго раунда. Из последних сил держится Алафсет Мамиев. Именно в этом отрезке. Закончился второй раунд. Не, встает, кстати, бодро довольно. Поблагодарите бойцов. Ну, я думаю, относительно этого раунда нет ни у кого... Не потревожусь. Нет вопросов, кто второй раунд забрал. Муратбек Касымбай был очень хорош. Как ты думаешь, можем ли мы третий раунд считать решающим? Учитывая, что первый был спорный, наверняка кто-то мог увидеть в нем победу Алафседа. Вот ты, Ну это вообще, ну этот раунд точно Касымбай, сейчас да. Касымбай забрал. Может быть, Первый вполне раунд. 1-1. Да. Ну, тяжелый первый раунд. Первый раунд тяжелый. Но если мы возьмем по тейкдаун и если чуть-чуть, я думаю, Алафсет забрал первый раунд, совсем чуть. Второй явно, прям очень забрал. Я забрал Муратбек. Третий сейчас будет решать. Им обоим сейчас нужно поработать в третьем раунде. Касымбаю не пропустить тейкдауны, а Алафсету навязать их соответственно. Ну что ж, все замерли в ожидании развязки этого поединка. Третий финальный Ну, по-моему, раунд. статус главного события полностью оправдывает свое название. Пошел вперед Алафсет и попал, кстати, с дальней руки. Вот, по-моему, сейчас как раз начинает общаться Муратбек, что-то в периодах говорит. Вроде слегка подвосстановился Алафсет за перерыв между вторым и третьим. Но Муратбеку нельзя отпускать соперника. Потому что вот лишние секунды бездействия и тут копилку Мамиева. Ну и так, показывает Алафсет, что это трибуны взбудоражились, не было этих ударов. Ну так, подвыключился он надо. Вот здесь пошло общение уже, ребят. Вы видите, он говорит, давай зарубимся. Дух. Хорошо слева пробился. Касымбай что-то говорит сопернику. Алафсет пока молчит. Но сейчас Мамиев предлагает идти вперед, наступать. Мне кажется, знаешь, сейчас все даже хотят помолчать, чтобы попробовать расслышать, что же они там говорят в клетке. Вау, это неплохо. Не чувствует якобы этих ударов Алафсет. О, не, он пробил его, он попал по корпусу. Он хорошо попал. И правая ручка сразу приклеилась локоточком к корпусу. Он хорошо попал. Это сейчас ногой левой в голову опасно, наверное. После левой руки сразу. О, это опять попал. Это пробил он его. Это было. Жестко от Касымбая, Вот еще опять один. корпус. Он пробивает печень.
Вот мы видели же на хайлайтах именно такие моменты от Муратбека, когда он бьет по корпусу, оформляет в том числе и нокауты по печени. С левши вот эта левая рука в корпус, она всегда заходит очень. Сейчас он ее опять попробует. Ну, смотри, не отпускает правую руку А от джебом печени. прикормит и попробует ее снова. Джебом корпус. Может даже с передней руки, да, в корпус. Да, Алафсет сейчас пытается подышать, мне кажется. Он пробил его корпус. Вот как раз о чем ты говорил, левый хай потенциально был неплох. Ой-ой-ой. Просто мы щелчок даже здесь слышали. Дышать нечем здесь вообще. Феноменальная работа Муратбека Касымбая по корпусу на протяжении всего боя. Это офигенный был левый по корпусу. Просто красота. Как же тяжело сейчас Алафсету. Пытается он дотерпеть. Сам ликует просто. Ох, сейчас энергетиков здесь не хватает. Сейчас бы они энергию эту ловили все. Как помнишь, корпорации монстров питались сначала страхом, а потом радостью, смехом детей. Также здесь просто поставить и наполнять эти банки энергии от зрителей на трибунах. Да, но этот раунд забирает. Ну, вообще бой забирает Муратбек Касымбай. Ему вообще, мне кажется, даже не стоило бороться. Можно, да, встать и попробовать еще раз. Так, будет ли здесь тейкдаун? Он Смотри, если сейчас бросит, еще он не вообще- сдается. Алафсет Мамиев не сдается. Сейчас перевод не удался. Ну и застыли бойцы. И даже вот сейчас активнее Муратбек работал по корпусу, пришлось Алафсету Колено. разрывает дистанцию. У ребят очень высокий класс. Безусловно. Держит центр по-прежнему Муратбек Касымбай. У нас тут пополнение на комментаторской позиции. Новоиспеченный чемпион HFC ММА в среднем дивизионе Убайдулла Тагиров. Брат. Пошел вперед Алафсет Мамиев. Не вышло. Последние мгновения третьего раунда. Ой, опять по печени. Как же жестко туда пробивает Касымбай. Еще печень, еще. Концовка поединка. Последние секунды Казахстан, боя. поддержите бойцов! И вот она, рубка на последних секундах. Завершен. А тут даже гонки не слышно было. Ну что ж, огромнейшее Пацаны, просто спасибо. красава. Зал просто стоя аплодирует. Это был невероятно классный поединок. Настоящее главное событие первого стадионного турнира HFC ММА, которое только что триумфально прошло на Алматы-арене в Казахстане. Казахстанские болельщики запомнят этот турнир надолго. Турнир реально был бомба. А бойцы запомнят надолго казахстанских болельщиков, потому что это была невероятная атмосфера, правда? Я теперь везде всем буду говорить, что не только в Англии есть такие болельщики. В Казахстан съездить то же самое будет. Только там без пива. Здесь Вот только- этот удар просто по печени в третьем раунде. Вот он, как четко уклонился Касымбай и пробил. И оформил нокдаун по корпусу. Не так часто увидишь в ММА вообще очень грамотную работу по корпусу. Многие недооценивают этот фактор, а я считаю, что Муратбек в основном забрал этот бой как раз-таки из-за работы по корпусу и по печени в частности. Фух, надо как-то выдохнуть и успокоиться. Бой очень напряженный был. Уважаемая публика. Слушаем объявление победителя. И Давайте с вами на поблагодарим комментаторских парней за позициях были Алексей потрясающий Сафонов, поединок. Рафаэль Физиев. Это И был огромное спасибо грандиозный всем, кто был с нами на протяжении этого турнира. Да. Всем спасибо, надеемся, всем понравилось. Спасибо за работу. Что ж Дайте понравилось. шуму! Итак, пройдя всю дистанцию, после 3 раундов единоборств, единогласным решением судейской бригады одержал победу и стал
Победителем первого стадионного турнира HFC MMA за главного боя Muratbek Kasımbay. Muratbek, хотел сказать, что, может быть, тебе надо отдышаться, но вижу, что тебе просто нужен микрофон. С невероятной победой тебя!